США прекращает военную помощь, Москва требует Запорожье и Херсон, Израиль помогает России, а Медведев забыл про внешнее управление. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самое важное и интересные новости. Ультиматум Путина. Что требует Кремль для окончания войны? Полный провал в овальном кабинете, но чей именно? С чем самолет Зеленского покинул Штаты? Кризис в НАТО, коалиция под угрозой, условия США для продолжения военной помощи. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии и не забывайте подписываться на каналы. Все это очень несложно. Поехали. Официально Россия действительно выдвинула новое требование. Украина должна передать под контроль Кремля крупные города Запорожье и Херсон. Подтвердил это глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко. Эти условия были переданы через американскую сторону и озвучены на встрече в Саудовской Аравии. По информации Института изучения войны, Россия стремится получить контроль над этими городами, несмотря на то, что они остаются под контролем Украины и не остановятся ни перед чем. США могут полностью прекратить поддержку Киева. После громкого конфликта между Трампом и Зеленским президент США поручил сотрудникам аппарата нацбезопасности проверить, можно ли полностью или хотя бы временно остановить военную помощь Украине. Об этом пишет The Wall Street Journal. Белый дом может отказаться от помощи, пишет The New York Times, полностью. Это касается не только поставок оружия, но и обмена разведданными. Речь идет о закрытии коммуникационного центра на американской базе в Германии, а также отказаться от подготовки украинских военных. Как вы думаете, могут ли американские власти прекратить поставки оружия и других важных элементов борьбы Украине? Пишите в комментариях под этим видео, не забывайте. Ну а мы поговорили об этом с экспертом, политологом Игорем Рейтеровичем. В Соединенных Штатах Америки действует определенное такое право наследственности, когда проекты предыдущей власти передаются следующей, и они, в принципе, доводятся до логического завершения. Поэтому там уже все расписано, деньги выделены, и достаточно сложно это будет прекратить чисто с политической аргументацией. Мы это делаем для того, чтобы быстрее прекратилась война. Окей, но большинство из этих поставок касаются именно оборонительных вооружений. То есть любой прилет массовый после этого по какому-либо украинскому городу, чем россияне занимаются регулярно, и не дай бог какие-то большие жертвы либо разрушения, они сразу выводят на вот этот отказ Соединенных Штатов поставлять Украине, например, ракеты для средств противоракетной обороны. Поэтому мне кажется, что американцы, власть в Америке не будет сейчас делать какие-то поспешные шаги, и та информация, которая появляется, свидетельствует о том, что они хотят несколько выждать и посмотреть вообще, как будет развиваться ситуация. Администрация Трампа уже 50 дней не объявляла о новых поставках вооружения, а теперь не дает никаких гарантий о будущей поддержке. Сам Трамп заявил, что США, цитирую, на данный момент не оказывают Украине никакой помощи в обороне, конец цитаты. Это может означать разворот американской политики. Киев остается один на один с Россией, но украинские военные и политики, на которых ссылается Financial Times, к примеру, считают, что Киев может продержаться без американской помощи как минимум 6 месяцев. Самолет президента Украины уже ночью отправился в Лондон, где Зеленский должен принять участие во встрече лидеров европейских стран, которую собирает премьер-министр королевства. Но перед этим было его интервью каналу Fox, который считается традиционно более республиканским каналом. Интервью прошло в менее агрессивном формате, но расставило точки над «и». Yes, I think it was not good. Да, я думаю, это было нехорошо. Я думаю, это было плохо, потому что у нас было много разных диалогов, и я всегда открыт для СМИ, но есть очень деликатные вещи. Я просто хочу быть честным, и я просто хочу, чтобы наши партнеры правильно поняли ситуацию, и я хочу все правильно понять. Это про нас, чтобы не потерять нашу дружбу.
Зеленский и Трамп сцепились в Белом доме так, что это может перевернуть всю игру. Медиа во всем мире трактуют перепалку именно так. The Washington Post пишет, что переговоры окончательно похоронили возможное мирное соглашение. The Wall Street Journal заявляет, оба проиграли. Bloomberg предупреждает, союзники США в панике, потому что разрыв с Трампом грозит катастрофой. Но причина оказывается в том, что Владимир Зеленский как-то не так поблагодарил, еще и извиниться должен. Вы хотите, чтобы президент Зеленский попросил прощения? За что же? Извиниться за то, что эта встреча превратилась в фиаско для него, за то, как все прошло. Не было нужды ему идти навстречу и быть таким антагонистическим. Посмотрите, в итоге все пошло кувырком. Вы были там, и я думаю, что все пошло не так после того, как он сказал вице-президенту: «Позвольте задать вам вопрос, о какой дипломатии вы говорите?» Это серьезное дело. Погибли тысячи человек, тысячи. Он говорил обо всех этих ужасных вещах, случившихся с военнопленными и детьми. И это все правда, это все ужасно. Вот с чем мы имеем дело. Это нужно прекратить. Мы стараемся это прекратить. CNN напоминает, сколько раз на самом деле Зеленский говорил спасибо американцам за их помощь и поддержку. 33 раза насчитали журналисты этого канала. На странице Демократической партии в соцсети X ответили на пост Белого дома о том, что Америка прежде всего, написав, что Путин прежде всего, исправили за них. Кремль в экстазе. В России ликуют после провала Зеленского в Белом доме, как они считают. Российские чиновники соревнуются в злорадстве. Медведев радуется, что Зеленский, цитирую, получил пощечину от хозяев и требует полного прекращения военной помощи Украине. Лютая выволочка в овальном кабинете. Трамп впервые сказал клоуну правду в лицо. Киевский режим играет с Третьей мировой войной. Надо остановить военную помощь на ***ской машине. Мария Захарова вообще удивляется, что Трамп и сенатор Венс, цитирую, «сдержались и не вмазали Зеленскому». Вот такая она, российская дипломатия. Все видят болезненного человека, который заигрался в своей роли до предела, который неадекватно оценивает ситуацию, это не фигура речи, у которого затуманенные мозги всем, и препаратами, на которых он сидит, и пропагандой, которая под него работала, и на него работала, и обслуживала его все эти годы. Ну а мы попытались определить диагноз, конечно, политический, с экспертом, политологом Игорем Рейтеровичем. Трамп вот после таких разногласий и паузы, которую он сейчас возьмет, он не сможет просто никоим образом привлекать Украину и, возможно, даже Европу к процессу переговоров к России. А договариваться с Россией о окончании войны в Украине без Украины, ну, слушайте, это разговор Наполеона и, например, Ганнибала, да, в психиатрической лечебнице. То есть люди могут говорить, или там того же Гитлера, или еще кого-то, они могут говорить о ком угодно, рассказывать, как они будут делить мир, но за этим всем с улыбкой будут наблюдать санитары. Поэтому в этом контексте вот эта вот вакханалия радости у России, она очень может быстро закончиться. Почему? Потому что у России как раз возможности интенсивно воевать, так как они это делали раньше, сейчас нет. И наоборот, обратите внимание, практически нету комментариев от более-менее представительных членов российской власти. А сейчас у вас есть уникальная возможность ответить Марии Захаровой или Дмитрию Медведеву в комментариях под этим видео. Не сдерживайте себя. США угрожают Мексике военной операцией. The Wall Street Journal сообщает, Вашингтон готов использовать военную силу против Мексики, если та не разберется с наркокартелями. Глава Пентагона Пит Хексет в телефонном разговоре с мексиканскими чиновниками дал четкий сигнал. Если власти не остановят сговор с наркобаронами, американские войска могут вмешаться. В Мехико восприняли это как прямую угрозу военного вторжения. Шокированные генералы уже обсуждают, как ответить на такое жесткое заявление. И это новый виток кризиса в отношениях США и Мексики. Или все-таки реальная угроза американского вторжения? Как думаете вы? Напишите в комментарии под этим видео. Не забудьте, ваше мнение важно для нас.
Врачи спасали папу римского Франциска с помощью аппарата искусственной вентиляции легких. Состояние понтифика ухудшилось, у него бронхоспазм и двухсторонняя пневмония. По данным Vatican News, ему понадобилось оперативное вмешательство. Кроме того, появились признаки проблем с почками. Сможет ли 87-летний понтифик справиться с болезнью? Как вы думаете? Пишите в комментарии, в том числе принимаются и пожелания здоровья. Израиль неожиданно становится на сторону Ирана и России, убеждая США сохранить российские военные базы в Сирии. Цель тут, скорее всего, в ослаблении влияния Турции в регионе, который Израиль считает угрозой своей безопасности. Эта инициатива застала администрацию Трампа врасплох, потому что Вашингтон рассматривает Турцию, члена НАТО, как потенциального гаранта стабильности в Сирии. Там отнеслись к этой инициативе неоднозначно и не согласились с доводами Израиля. На территории Сирии функционировали российская военно-морская база в Тартусе и авиабазах Мимим. Эти объекты позволяли Москве сохранять влияние на Ближний Восток и Африку. Но после свержения режима Башара Асада их будущее остается неопределенным. Потеря этих баз станет серьезной стратегической неудачей для России, потому что там готовы даже помогать в восстановлении страны, но обеспечить сохранение своих баз. Между тем, Турция усиливает свое влияние в Сирии, поддерживая новые власти страны. И это вызывает обеспокоенность у Израиля. Ситуация остается напряженной, и будущее российских баз в Сирии пока не определено. Польские власти бьют тревогу. Начаты 15 досудебных расследований по подозрению в таможенном мошенничестве при поставках фанеры через Беларусь. В конце прошлого года таможенники Люблинского воеводства задержали 1800 палет фанеры на сумму 3,2 миллиона злотых, это около 800 тысяч долларов. По документам товар был произведен в Китае и прошел через Казахстан, Беларусь, Литву и Латвию. Но получателями числились польские компании, зарегистрированные на граждан Беларуси, что и вызвало подозрения. Поставки древесины из Беларуси в Европу запрещены санкциями, но, как выясняется, продукция все же попадает в ЕС в обход ограничений. В России разгорается еще одна тревожная ситуация. Не хватает специалистов для психологической помощи ветеранам войны. В Министерстве обороны признают, что точное количество необходимых психологов станет известно после возвращения бойцов с фронта, ведь они точно не знают, сколько их оттуда вернется. По данным Минздрава, один психолог может принять не более 10 человек в день, а не каждый специалист обладает необходимыми знаниями для работы с такими пациентами. Спрос на психологическую помощь в России стремительно растет. В 2022 году потребность в психологах увеличилась почти на 63% по сравнению с годом предыдущим. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал и про кнопочку «Супер спасибо» тоже не забывайте. На этом у меня все. До встречи и хороших вам новостей.